Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. Совсем скоро депутатский корпус республики возобновит свою работу после парламентских каникул. Один из первых вопросов, которые будут рассматриваться на его заседаниях – проект Трудового кодекса страны. Именно этот законопроект был принят во втором чтении на последнем заседании Народного собрания. В чем важность принятия этого документа и как новый закон будет регулировать трудовые отношения, мы обсудим с нашим гостем сразу после обзора наиболее заметных событий недели. Ирина Аршба продолжит выпуск. 5 сентября вице-президент Абхазии Виталий Габния, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Кантания, провели пресс-конференцию по итогам поездки в Нагорный Карабах на празднование 25-летия образования НКР. Члены абхазской делегации приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных этой дате. В ходе поездки вице-президент Абхазии Виталий Габния встретился с президентом НКР Баку Саакяном. Собеседники выразили обоюдную готовность и впредь развивать сотрудничество между двумя странами. Благотворительная акция «Школьное молоко», приуроченная к началу нового учебного года, впервые состоялась в Абхазии. По инициативе компании «Премиум» была организована доставка в школы и интернаты Абхазии более 1000 литров молока и печенья. Вкусный и полезный груз получили воспитанники Калдахварской, Сухумской и Чемчирской школ-интернатов. К примеру, в Ачемчирскую школу-интернат было отвезено 400 литров молока и столько же пачек печенья. Организаторы акции планируют проводить ее ежегодно. Абхазский спортсмен Энрике Аргун стал чемпионом мира по кикбоксингу. Чемпионат мира проходил в столице Ирландии, Дублине. Аргун одержал победу в разделе лоу-кик в составе российской сборной весовой категории 54 килограмма. 9 сентября Энрике Аргун принял вице-президент Виталий Габния. Он поздравил спортсмена с победой, а также вручил ему от имени президента Абхазии денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. В будущем году Энрике Аргун примет участие в чемпионатах России и Европы. 6 сентября премьер-министр Абхазии Беслан Барсыц выступил с обращением ко всем политическим силам, общественным организациям и гражданам страны о преодолении нетерпимости друг к другу. Он призвал всех принять активное участие в разработке конкретных путей решения стоящих перед государством социально-экономических задач. В ближайшее время новым составом Кабинета министров будет разработан и представлен план развития основных направлений деятельности правительства, основанный на утвержденной стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Вероятно, что данный план правительства не будет безупречным и не станет панацеей от всех без исключения проблем, накопившихся в изрядном количестве за долгие годы. Но давайте не будем искать виновных, пытаться давать оценки тем или иным событиям, которые уже наложили свой отпечаток на страницы нашей и без того трагичной истории. Пользуясь случаем, обращаюсь не только как премьер-министр, но и как рядовой гражданин Абхазии ко всем политическим силам, общественным организациям, гражданам, кому не безразлична судьба нашей страны, судьба будущих поколений. Давайте общими усилиями прекратим проявление нетерпимости друг к другу и примем активное участие в разработке конкретных путей решения стоящих перед нами социально-экономических задач. 6 сентября в Министерстве обороны Абхазии вручили боевые награды участникам Отечественной войны народа Абхазии и бойцам Восточного фронта. Указом президента наград были удостоены 7 участников боевых действий, один из них посмертно. Медалью за отвагу награждены Беслан Джопу, Омар Беквава, Нукзар Сангули и Эдуард Бирая. Посмертно медалью за отвагу награжден Калмук Джопу. Награда была вручена его матери. Орденом Леона награждены Михаил Гургулия и Фатима Бирая. Сухумскому государственному училищу культуры исполнилось 60 лет. Это единственное в своем роде учебное заведение, где обучают игре на старинных инструментах. Помимо отделения народных инструментов, в училище работает отделение хореографии. Здесь обучаются танцам и взрослые, и дети. Среди выпускников этого учебного заведения руководители самых известных ансамблей Абхазии, таких как Шаратын, Кавказ и Гунда. Преподаватели училища – опытные деятели культуры, имеющие многолетний педагогический стаж работы. Сегодня в Сухумском государственном училище культуры обучается около 400 студентов. Ботанические сады и их роль в сохранении биоразнообразия Кавказа. Такова тема международной научной конференции, которая открылась в Сухуме 7 сентября. Форум приурочен к 175-летию Сухумского ботанического сада, 120-летию Сухумского субтропического дендропарка, 85-летию академика Гиви Айбе и 110-летию академика Альфреда Колоковского. Участники и гости конференции – известные абхазские и российские ученые, исследователи из Европы, Азии и стран СНГ, руководители институтов и ботанических садов. Участников конференции приветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. В рамках форума были организованы пленарные заседания по различным темам.
С 8 по 9 сентября в Абхазии находилась делегация из Венесуэлы во главе с временным поверенным посольства Боливарианской республики Венесуэла в России Альвиро Энрике Кардеро. 8 сентября делегацию принял исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Абхазии Али Гаршба. На встречу обе стороны подчеркнули важность развития дипломатических, экономических, культурных и политических связей. Альвиро Энрике Кардеро официально пригласил дипломатов Абхазии на саммит движения неприсоединения, который должен пройти на венесуэльском острове Маргарита с 17 по 18 сентября. В тот же день делегацию из Венесуэлы принял министр экономики Абхазии Адгур Ардзинбал. 9 сентября гостей из Венесуэлы принял вице-президент Абхазии Виталий Габния. Он подчеркнул значимость для Абхазии дружественных отношений с Венесуэлой и выразил надежду, что эта страна, признавшая независимость Абхазии, и в дальнейшем будет оказывать поддержку нашей республике. Так же, как Абхазия со своей стороны готова оказывать поддержку Венесуэле. Альваро Энрике Кардеро поблагодарил за солидарность и поддержку, которую оказывают Венесуэле правительство и весь народ Абхазии. В завершении встречи Виталий Габния передал делегации приветственное письмо от президента Абхазии Рауля Хаджима. Общественно-политический договор, подписанный кандидатами в президенты в 2014 году, стал темой обсуждения круглого стола, состоявшегося в Сухуми по инициативе политической партии «Айнар». В мероприятии приняли участие лидеры Народной партии Абхазии Якуб Лакуба и общественной организации «Ахаца» Ахрабжане. Присутствующие подвели итоги проделанной работы по выполнению 14 пунктов, предусмотренных в документе. Депутат Народного собрания Алмаз Джопо подробно остановился на каждом пункте договора и прокомментировал пути решения некоторых вопросов. На обсуждении представители партии «Айнар» объявили о своем решении обратиться к главе исполнительной власти с просьбой публично пояснить ситуацию по реализации пунктов общественно-политического договора. Как устранить последствия наводнения, имевшего место в ночь с 3 на 4 августа? Какие возможности существуют для возмещения материального ущерба пострадавшим от стихии? Эти и другие вопросы были вынесены на повестку дня круглого стола, организованного Ассоциацией предпринимателей Абхазии 8 сентября. По официальным данным, от стихийного бедствия пострадали 960 хозяйств. По предварительным расчетам, ущерб, нанесенный городской инфраструктуре, оценивается в 411 миллионов рублей. Размер ущерба частным хозяйствам подсчитывается. Участники мероприятия поставили целью найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. По словам начальника правового отдела Кабинета министров Лаши Цаава, уже в ближайшее время должны быть определены источники финансирования для возмещения ущерба. В настоящее время Министерству финансов в срочном порядке даны поручения по изысканию источников для начала процесса ликвидации и выплаты компенсации в том числе. Мы часть материала уже имеем. Конечно, желательно было бы, чтобы иметь весь материал, чтобы определить, какая сумма нужна, но мы долго тоже понимаем, что ждать не можем, уже зима на носу, и мы должны этот процесс уже хотя бы в какой-то части начать. В ближайшее время, должны быть определены источники финансирования. В столичной администрации создана специальная комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией. На данный момент от граждан подано 700 заявлений на возмещение убытков. После приема заявлений от граждан и обследования наиболее пострадавших домов и дворов материалы будут переданы в Кабинет министров, и уже правительство будет решать, в каком объеме будет оказана материальная помощь жителям. Принять активное участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации граждан России, проживающих в Абхазии, призвал на встрече членов клуба избирателей чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. На территории Абхазии в этот день будут работать 9 избирательных участков. По решению ЦИК России каждый район Абхазии закреплен за отдельным одномандатным округом России. В Абхазии около 90 тысяч избирателей, обладающих российским гражданством, которые имеют право участвовать в выборах в Госдуму России. О предстоящих выборах в Государственную Думу России говорили и в администрации Чимчирского района. Глава района Хрыбс Джопо заявил, что сделает все, чтобы голосование прошло без происшествий. Кроме того, на встрече с главами сельских администраций шла речь о неуплате за потребляемую электроэнергию. В Чимчирском районе есть села, жители которых в этом году вовсе не платили за электричество. Задолженность по району достигает 120 миллионов рублей, 115 из которых это долги местного населения. Глава администрации Чимчирского района Хрыбс Джопо сообщил, что в районе была создана энергетическая комиссия, которая будет заниматься вопросом задолженности населения по электроэнергии. 9 сентября в Абхазии прошла обзорная дегустация мировых вин, организованная виноделом, совладельцем компании «Вина и воды Абхазии» Багратом Авицба. Дегустацию провел известный российский винный критик, соучредитель и постоянный ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба России, преподаватель школы сомелье Сергей Александров. Порции на дегустациях вин примерно 50 мл. В общей сложности одна бутылка вина разливается на 18 человек. На дегустации обсуждают параметры вина, какие применены технические приемы при его производстве. Последовательно оценивают внешний аромат, вид, вкус вина и его текстура. Критик с удовлетворением заметил, что в Абхазии очень бережно относятся к традициям, сохраняют и возрождают автохтонные сорта винограда.
Это были наиболее интересные события недели, а теперь главные темы нашей программы. На последнем заседании парламента во втором чтении был принят законопроект Трудового кодекса страны. Как он разрабатывался и что будет отражать новый Трудовой кодекс, мы обсудим с исполняющим обязанности заместителя министра экономики республики, одним из разработчиков законопроекта Баталом Тарба. Здравствуйте, Батал Джамалович. Здравствуйте. Спасибо, во-первых, что вы пришли к нам на передачу, согласились поговорить на эту тему. И сразу же первый вопрос. Известно, что в нашей стране очень много устаревших законов, принятых еще в советское время. А вот можно ли отнести Трудовой кодекс именно к таким законам? Как известно, действующий кодекс законов о труде, он был принят еще в 1973 году. Это так называемый кодекс законов о труде Грузинской ССР, тогда еще на тот момент. Вот он в 1991 или 1992 году был переименован в Кодекс законов о труде Республики Абхазия. И в большей части наполнение осталось прежним. То есть, по сути, мы вот 22 года жили по тем законам, которые работали еще в период бывшего Советского Союза, то есть совершенно при другой социально-экономической формации, укладе экономики и уровне и видов трудовых отношений. Вы принимали активное участие в разработке вот этого нового законопроекта. Расскажите, пожалуйста, как шла над ним работа и что создатели нового законопроекта старались привнести в него? Что именно, что было главной их целью? Предметная работа над именно этим законопроектом началась вот как раз таки в сентябре еще 2014 года, то есть 4 года назад. Тогда Министерство экономики Республики Абхазия выступало заказчиком. Была образована рабочая группа из числа представителей аппарата правительства, Министерства юстиции, Народного собрания парламента Республики Абхазия, администрации президента, Министерства труда, естественно. Вот, достаточно представительная, которая на протяжении 2 лет изучались лучшие практики стран СНГ. Да, в первую очередь, конечно, Трудовой кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Беларусь, украинский новый проект, который вот у них сейчас должен был быть принят, не знаю, какая у него судьба. То есть мы старались брать лучшие практики постсоветского пространства и их адаптировать под нашу действительность. Вы тогда не работали в Министерстве экономики, насколько я знаю? На тот момент я был старшим референтом правового отдела аппарата правительства и ответственным секретарем этой рабочей группы, то есть основная, так сказать, работа по именно внедрению каких-то идей там, и то, что обсуждения, которые предлагала рабочая группа, было на мне. Просто я сшивал как бы вот все. Понятно. И все-таки чего вы добились включить в этот законопроект? Ну, я вот 4 терминами, наверное, могу это обозначить, этот проект. Во-первых, это современный проект. То есть в отличие от того, что мы имели до недавнего времени, это проект, который отвечает от текущей социально-экономической ситуации, текущему уровню развития трудовых отношений. Уже изменилась постановка задач. Если раньше, в советское время, основной работодатель это государство было, то сегодня это уже частные взаимоотношения предпринимателей, работников. То есть, по сути, уже они не двухсторонний уровень носят, а трехсторонний, когда государство отдельно, работодатель по большей части отдельно, работник отдельно. И еще 3 такие характеристики, которыми этот кодекс вот я лично наделяю, это, как ни странно, глубина, широта и гибкость. Широта, потому что он максимально кодифицирован, то есть такая задача была поставлена еще заказчиком Министерством экономики на тот момент, но я тогда не трудился, чтобы максимально все возможные нормы, которые действуют в сфере трудового права и регулируют трудовые отношения, были включены в один нормативно-правовой акт, вот именно в этот кодекс. И в частности, с этим проектом предусматривается, что утратят силу такие действующие законы еще из 90-х годов, как закон об охране труда и закон о занятости населения. И естественно, что по большому счету, опираясь только на один этот кодекс, можно будет вот практически охватить полностью весь спектр трудовых отношений, действующих сегодня в Республике Абхазия. Глубина, потому что, опять же, вытекает из предыдущего. Мы старались сделать так, чтобы в данном проекте можно было найти ответ на любой вопрос. То есть, чтобы не возникло, если возникает какое-то сомнение о том, чем нужно руководствоваться или как поступить в той или иной ситуации, связанной с трудовыми отношениями, там, может, какие-то споры. Кодекс всегда дает или прямой ответ
или отсылает на тот нормативный акт, который этот ответ даст. В этой связи была заложена очень интересная правовая конструкция, по которой никакие другие нормы, регулирующие трудовые отношения, не могут быть закреплены в других нормативных актах, если это не установлено самим кодексом. Или должно быть прямо в кодексе отражено, или должна быть ссылка, что такой-то закон или нормативный акт регулирует эти отношения. Так специально заложено, чтобы у нас не было потом никаких коллизий, ничего. В отличие от прошлого кодекса, где предусматривался общий порядок регулирования трудовых отношений и всего две категории, для которых предусматривались особенности, это регулирование труда женщин и несовершеннолетних детей. То у нас сегодня в действующем проекте предусмотрено 23 категории таких особенностей. То есть мы готовили общий порядок также, и эти особенности касаются отдельных категорий работников, там, где государству необходимо либо больше защитить какие-то права работников или предоставить там больше перечень льгот социально защищенным слоям, либо по-особенному подойти к вопросу регулирования, тоже бывает. Такие категории, например, как те же самые лица с семейными обязанностями сейчас включили сюда, труд инвалидов немножко с особенностями регулируется, труд совместителей, работа на дому, дистанционная работа, работа вахтовым методом, также труд таких категорий работников учителя, работники системы здравоохранения. Кстати, отчасти особенности установлены для работников средств массовой информации, культуры. Например? Там большая диспозитивность предусматривается, то есть работники средств массовой информации, к примеру, они смогут как-то по-другому оформить свои отношения по сравнению с общим порядком на основании трудового договора или коллективного договора, то есть там в части по времени отдыха, трудового распорядка могут особенности сами предусмотреть. Повторю о том, что много у нас законов еще несовершенных, много очень устаревших законов, которые мешают жить, там, регулировать какие-то там отношения. Вот. Но почему именно такой упор, такой акцент, и в чем срочность принятия именно этого закона? Как вот вы считаете, в чем его важность? Его важность в том, что очень много проблем возникало в сфере практики применения предыдущего трудового законодательства. У нас настроилось так, что есть Кодекс законов о труде бывшей Грузинской ССР, который действует на территории Республики Абхазия, в части не противоречащей законодательству Республики Абхазия. Далее в его развитии был принят указ президента, утверждающий временное положение об отпусках, и также постановление правительства об особенностях работы и оплаты труда в отдельных сферах, которые содержали во многом другие положения. То есть получалась такая парадоксальная с точки зрения юриста ситуация, когда закон имеет меньшую юридическую силу, чем подзаконный акт. И более того, возникала часто путаница на практике. Даже вот действующие практикующие юристы часто путали те положения, которые должны применяться у нас, с теми положениями, которые вот как-то больше по российскому законодательству. В частности, например, мало кто знает, что у нас по действующему кодексу там не 40-часовая рабочая неделя, а осталось 41 час. Это мало кто вообще, наверное, никто не применяет, а это есть. Более того, у нас, если, допустим, в Российской Федерации работник имеет право уволиться с работы по своему желанию за 2 недели, предупредив об этом работодателя, у нас по действующему МЗО 2 месяца. Тоже мало кто об этом знает. Я, по крайней мере, то, что слышу, все время все как-то ориентируются на больше российские нормы и практику. Это, естественно, неправильно, и нам пришлось, и мы были уверены в тот момент, что это одна из важнейших задач именно реформирования трудовых отношений. Тем более, что, естественно, мы как Министерство экономики тоже надеемся и рассчитываем на то, что у нас будет экономика развиваться, будут привлекаться инвестиции, будут создаваться новые рабочие места, будет развиваться уровень, производительность труда, и это все очень трудно делать, имея законодательство советского периода. Как вообще трудовой кодекс, новый трудовой кодекс будет затрагивать интересы граждан в том плане, как конкретно он будет касаться людей? Например, как будет регулироваться в нем условия, при которых гражданин может быть уволен или наоборот принят на работу? Есть ли новшества в этом плане? Данный проект был сформирован исходя из лучших практик, которые были доступны по странам СНГ. Эти практики включали в себя тот опыт, который был наработан примерно в промежуток 12-14 года.
А сейчас тенденция пошла немножко по-другому в связи с мировым экономическим кризисом. Сейчас многие страны начали улучшать положение работодателя и ухудшать работника. Как раз таки, то, как был задан ваш вопрос, что там намного больше дается перечень для возможности увольнения по инициативе работодателя, то есть там можно как-то более гибко подходить. И не факт, что это хорошо, в том числе не факт, что это хорошо для нас. У нас подход более такой, учитывающий интересы всех сторон, то есть там учитываются одновременно интересы государства, интересы работодателя, интересы работника. Принцип диспозитивности заложен, когда работники и работодатели могут сами договориться о многих условиях, которые раньше государство на себя брало. Государство, по сути, устанавливает минимальный уровень прав и гарантий, который работодатель должен обеспечить. Что касается, по сравнению с действующим кодексом, расширения возможностей для увольнения работника по той или иной причине, то перечень тоже будет расширен, но при этом он скорее будет просто отвечать более современным уровню отношений, сложившихся в обществе, и ни в коей мере не затронет невозможность работодателя справедливо подходить к оценке труда того или иного специалиста, и также не затронет и не обидит, и не позволит работодателю несправедливо обойтись там с тем или иным работникам. То есть тут более-менее все сбалансировано здесь. А что конкретно предусмотрено нового в случае увольнения, допустим, сотрудника? Какие именно пункты, те, которые раньше, допустим, не работали? Ну, к примеру, у работодателя появилась возможность уволить руководителя или главного бухгалтера, действия которого повлекли какой-то материальный ущерб. То есть раньше такого не было. Также появилась возможность освободить от работы лицо, которое какие-то подложные документы представляло при приеме на работу, либо где-то в процессе работы. Появилась возможность освободить от работы лицо, который совершил какие-то общественно опасные деяния, то есть, допустим, если на транспорте или там, нарушил правила пожарной безопасности на работе, которое тоже могло или повлекло ущерб. Кому, А раньше этого не было? Нет, да? раньше такие не предусмотрены. Там действовали другие нормы, что дисциплинарный поступок, там нужно было совершить, получить выговор, там строгий выговор. Сейчас просто это сразу. То есть если какие-то действия, которые нерадивые и недобросовестные от работника, это можно будет использовать как основание для увольнения. А что нового в защите прав работника именно предусмотрено новым законодательством? Ну вот мы внесли такую норму интересную, тоже она мало где применяется, что вот по поводу срочности трудового договора. Раньше многие работодатели злоупотребляли положением, что договор можно заключать на определенный срок, то есть они заключали, скажем, каждый месяц там, и потом продлевали, то есть некое давление на работника оказывалось. Сегодня же, если эта норма, если кодекс будет принят, будет следующий порядок. Трудовой договор срочный можно будет заключать только один раз на срок не менее года. И в случае, если по истечении этого срока работодатель и работник придут к соглашению о продолжении работы, то уже автоматически трудовой договор будет заключен на неопределенный срок. То есть получается, что работодатель был работником доволен, работник доволен работой, они продолжают работать, и уже прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным кодексом, то, о чем мы говорили ранее. Вот в пояснительной записке к проекту Трудового кодекса Республики Абхазия есть пункт о том, что сейчас есть право устройства на работу детям 14-16 лет. Это так? Ну, это общемировая практика, это и в проекте тоже будет. То есть там дети до 18 лет, там есть специальная глава, посвященная особенностям регулирования их труда. То есть это не должно мешать учебному процессу ни в коем случае, не должно отражаться на здоровье несовершеннолетних. К примеру, для детей до 14 лет предусматривается возможность работать в сферах, связанных с творчеством, то есть какие-то детские ансамбли, там, кинематограф и тому подобные мероприятия. А в принципе более-менее общий возраст наступления трудоспособности – это 16 лет. 16 лет уже можно более-менее привлекаться на большинство видов работ, естественно, которые, опять же, не связаны с вредом для здоровья. Как новый трудовой кодекс будет регулировать обязательное предоставление больничных листов или соцпакетов? Такое предусмотрено? В кодексе заложена необходимость принятия отдельного закона по этому поводу. Но в связи с тем, что у нас пока такой все-таки переходный период продолжается, еще зафиксировано, что до принятия данного закона урегулирование данных отношений будет отнесено к компетенции правительства.
И на сегодняшний день акт, который действует, он продолжит свое исполнение, но при этом, естественно, скорее всего, возникнет необходимость его немножко подрегулировать и привести в соответствие с новым проектом. А что касается отпусков, как-то меняется вот в этой части законодательства? Да, тоже будет небольшое изменение. Если у нас раньше такая советская практика, что отпуска предоставлялись в рабочих днях, там 22 рабочих дня отпуск был. 24 рабочих дня. То сейчас, чтобы было проще его исчислять и заранее строить какие-то планы, предусмотрено, что он будет заменен на 30 календарных дней. При этом закреплено право работодателя предоставлять отпуск большей продолжительности, оплачиваемый, а также кодексом предусмотрены отдельные категории работников, кому будет предоставлена большая продолжительность отпуска. Это в первую очередь инвалиды, там до 15 дней увеличивается общая продолжительность, это несовершеннолетние. Это также работники, которые работают с ненормированным рабочим днем, там дополнительные 5 дней. И еще некоторые категории, которые тоже будут более удлиненный отпуск иметь, связанные там с тем, что у них тяжелые условия работы или какие-то иные причины. Будет ли регулироваться законом исполнение правил техник безопасности? Вот вы немножко затронули это, да? Но у нас, как обычно, правила техники безопасности на рабочем месте, нечто такое, на которое никто никогда внимания не обращает. Вот как это будет регулироваться новым законом? Это тоже одна из причин, почему я назвал широкий очень кодекс. Там отдельный раздел посвящен этому, посвящен, во-первых, с одной стороны, урегулированию правил техники безопасности на рабочем месте. Там освещены вопросы расследования каких-либо происшествий. Также там расписаны обязанности работодателя по обеспечению надлежащих условий работы, средств защиты для работников, там, обязанности работников по выполнению там, определенных нормативов, процедур. Также обязанности государства по контролю и надзору за осуществлением техники безопасности на местах и создание надлежащих условий на рабочем месте. Кроме того, мы еще заложили такую возможность, как общественный контроль за соблюдением правил трудового законодательства. То есть там можно будет как профсоюзам или представителям работников подобные мероприятия проводить, что опять же расширяет возможности для соблюдения данных норм. И Министерству труда также нужно будет совместно с другими полномоченными органами отраслевыми разработать стандарты. Тоже достаточно большая, кропотливая работа, потихонечку надо будет ее делать. Вот еще, кстати, хотел обратить внимание на одну важную особенность данного проекта, что он, несмотря на то, что требует достаточно большого количества подзаконных актов, которые в его развитии должны быть приняты, но, тем не менее, имеет прямое действие. То есть, практически, если там в какой-то сфере акт не принят, то все равно отношение будет урегулировано в силу того, что какие-то хоть общие базовые нормы в кодексе закреплены. Это обязательно. А просто уже дальше, в случае необходимости, во-первых, и сами стороны трудовых отношений могут на условиях согласованности на какие-то определенные нормы для себя, они называются локальные нормы трудового права, оформлять. И также государство путем подзаконного нормотворчества может уже особенности установить для отдельных категорий, для видов отношений. В части защиты прав работника, что бы еще вы хотели назвать? Что может обрадовать людей, работающих? Ну, очень хорошо сейчас прописано и регламентировано трудовые споры. Как регламентируется, куда обращаться, там создается трудовая комиссия, там если какое-либо право работника было нарушено, то значит, он может обратиться и за защитой этого права. Четко прописано, как представители работников профсоюзной организации или иные могут защищать права трудового коллектива. Вот, то есть, в принципе, просто, опять же, та гибкость, которая предусмотрена, она предполагает, что, опять же, все, что если у вас что-то произошло, допустим, вы в кодексе сможете найти ответ. Я, опять же, тоже хочу добавить, что, естественно, пока он, во-первых, не принят еще в окончательной редакции, а когда он будет принят, я думаю, что мы, может, отдельно совместно с Министерством труда какое-то сделаем обращение, где расскажем подробно там, о том, что изменится,
и выложим на сайтах наших всю информацию подробную, возможно, какую-то инфографику сделаем, чтобы было людям понятно. Предоставляет ли новое законодательство возможность гражданину право работать, допустим, на 2 работах, причем полноценно работать? Или если да, то в каких случаях не предоставляет? Да, безусловно, этому тоже посвящена в кодексе отдельная глава, называется «Особенности регулирования труда работников, работающих по совместительству». Что касается ограничений, то, естественно, нужно будет согласовывать данный вопрос с работодателем по основному месту работы. По крайней мере, если работа по совместительству затрагивает рабочее время, которое необходимо для основного места работы. И, кроме того, там предполагается ограничение на максимальное количество часов, которые можно работать сверхурочно в рамках совместительства, не более 4 в сутки. И не более какого-то количества в неделю, чтобы, это опять же связано с тем, что любому работнику нужно определенное количество времени отдыхать, восстанавливать свои силы для того, чтобы не перегружаться и не вредить здоровью. Что-то изменилось в части предоставления работы, допустим, женщинам с детьми или не обязательно женщинам, мужчинам, у которых, допустим, тоже за спиной находятся дети, малолетние? Расширены социальные гарантии. По сути, сегодня государство не делает различия, вернее, в проекте не будет делать различия, если даже глава называется «Работа женщин и иных лиц с семейными обязательствами». То есть, если там отец воспитывает, допустим, ребенка, то он также может получить и отпуск по воспитанию, и перерыв необходимый для кормления, там определенные предусмотрены. То есть, там все очень, опять же, подробно регламентировано, там регламентированы процессы ухода в отпуск по беременности и родам, там определенное количество дней, там как это все оплачивается, в каком порядке. Также предоставлены возможности женщинам, отпуск без сохранения заработной платы до 3 лет, с сохранением основного места работы. Аналогичные, опять же, положения зафиксированы для иных лиц, если кто-то воспитывает. Кроме того, предусмотрена возможность, что может быть по выбору одному из родителей предоставлено. Допустим, если там мать на более высокооплачиваемой работе, может отец уйти в отпуск заниматься, то есть кодекс все это предусматривает. Достаточно подробно все там изложено. Когда заработает новый закон, когда все-таки вы предполагаете, он будет уже принят в окончательном чтении, как долго эти небольшие шероховатости будут убираться? Когда парламент примет, я сказать не могу, потому что это дело депутатов, они будут рассматривать, принимать решения, но изначально, когда он выносился и разрабатывался, было предусмотрено, что хотя бы месяца 3 отсрочка до вступления в силу должна быть. И если, допустим, его сейчас в ближайшее время примут, то в самом законе зафиксирована дата 1 января 2017 года, дата вступления в силу, чтобы, опять же, можно было ознакомиться, чтобы там все стороны могли изучить внимательно. Предусмотрено, что минимальный уровень месячной заработной платы, он не должен быть ниже прожиточного минимума, который определяется органами статистики. Но в процессе согласования с государственными органами было принято решение, что пока в особенности бюджет на это пойти не сможет, и сделали отсрочку, в проекте опять же есть, до 2019 года эта норма. Одно из новшеств, которое мы в данном проекте предусмотрели, опять же опираясь на практику развитых стран, это так называемая система квалификаций труда. Это то, о чем, допустим, в Российской Федерации только начинают говорить. Там сейчас круглые столы проводятся, пытаются это все внедрить. У нас в кодексе уже основы заложены. То есть это о чем говорит? Что будет создаваться, предусмотрена возможность создания так называемой государственной рамки квалификаций работников, которые на одном уровне с дипломом, допустим, о высшем образовании, уже будет подтверждать конкретные навыки. Допустим, если юрист какой-то, у него там красный диплом, он закончил университет там, по специальности государственное право, но эта рамка квалификации дает возможность уже конкретные его навыки зафиксировать, получить сертификат, допустим, на то, что он владеет определенной техникой подготовки нормативных актов, допустим, что он владеет техникой разработки договорной базы, что у него есть опыт, и он там владеет навыками представления дел в судах. Это если касаться гуманитарных специальностей. Если, допустим, касаться технических специальностей, допустим, там выпускник физмата, опять же, у него может быть подтверждена квалификация там, по уровню владения компьютером, квалификация по
разработки программного обеспечения какая-то. То есть это позволит при приеме на работу уже видеть не просто диплом, а уже помимо него еще для того, кто на работу принимает, иметь представление о конкретных практических навыках, потому что диплом — это все-таки больше теория, теоретическая база, а навыки — это то, на что больше обращают внимание работодатели. Но естественно, что это тоже непростая задача, просто мы в законе предусмотрели базу, которая позволит это все создать. Но там нужно колоссальную работу проводить, то есть там нужно будет определять стандарты на отраслевом уровне с уполномоченными органами, с профсоюзами, с ассоциациями работодателей. В этом плане так. Как в законодательстве рассматривается вопрос социального партнерства? Что именно здесь предусматривается? Сейчас предусматривается, что в трудовых отношениях три стороны. Это государство, работодатель, работник или его представители, профсоюзная организация или какой-либо иной форме полномоченные от его имени лица. И создается такой механизм, он получил название «социальное партнерство», когда необходимо и нужно обеспечить согласование интересов всех этих трех сторон. И мы предусмотрели создание различного рода комиссий на уровне республики Абхазия, то есть это касательно республиканских объединений работодателей, промышленников, может, каких-то еще по отраслям, республиканского профсоюза и государства в лице Кабинета министров, уполномоченных представителей. Также такие комиссии предполагается, что будут действовать в районах уже для территориального принципа. Опять же, территориальные какие-то районные профсоюзные организации, районные объединения работодателей и районные власти. И также предусмотрено отраслевые, то есть когда, допустим, в сфере производства хлебобулочных изделий какая-то будет комиссия, тоже работники, коллектив, работодатели, государство в лице уполномоченного органа, в данном случае Министерство экономики выступает. И таким образом создается такая иерархическая система, при которой на каждом уровне действуют такие органы социального партнерства, которые позволяют многие вопросы, или проблемы, которые возникают в сфере регулирования трудовых отношений, снимать на достаточно представительном, хорошем, качественном уровне. Учителя, или же, вы уже говорили о средствах массовой информации, какие-то творческие работники, или же работники бюджетной сферы, того же здравоохранения, как новый трудовой кодекс будет защищать их интересы? Я один конкретный пример приведу, тоже касательно работников педагогической сферы. Очень мы интересную норму предусмотрели, согласно которой раз в 10 лет непрерывной работы педагог имеет право уйти в длительный отпуск сроком до 1 года с частичной оплатой, то есть это, опять же, все делегировано на уровень Министерства образования, порядок ухода в отпуск, какие условия оплаты и прочего. Вот такая интересная норма была для учителей. Когда я говорю, что 22-23 категории имеют особенности регулирования, там в том числе потому, что они могут сами для себя установить какие-то определенные возможности новые. Вот этого не было раньше. То есть, насколько работники свои права смогут защитить, насколько работодатели будут готовы пойти на уступки, все в наших руках. Спасибо вам большое, была очень интересная беседа. Всего вам доброго. Спасибо. Уважаемые телезрители, гостем нашей программы сегодня был Батал Тарба, исполняющий обязанности заместителя министра экономики Абхазии, один из разработчиков Трудового кодекса страны. И мы обсудили, какие именно вопросы и каким образом новый закон будет регулировать трудовые отношения в республике. А теперь к новостям субботы. 10 сентября курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища приняли присягу. Амра Амичба продолжит тему. В этом году более 60 ребят стремились поступить в Сухумское высшее общевойсковое командное училище. Если в обычном гражданском вузе достаточно сдать вступительные экзамены, курсантами СВОКу могут стать только те, кто осилит курс молодого бойца. Сдав экзамены, еще в течение месяца новобранцы должны были продемонстрировать свою физическую выносливость. Некоторые из них просто не выдержали те нагрузки, которые были представлены военным вузом. Все 30 суток они находятся на территории нашего военно-учебного заведения. Они не были отпущены в увольнение, то есть и даже родных мы к ним особо не подпускали. За эти 30 дней они показали максимум все, что могли, но на сегодняшний день
отбор, почему я сказал, что жесткий, потому что физические данные нужны быть для того, чтобы сегодня остаться в нашем училище. Это, наверное, один из главных показателей в течение курса молодого бойца. 10 августа личный состав СФОК вышел на торжественное построение по случаю приведения молодого пополнения к военной присяге. Сара, Арден, Бабаград, Зурабипа, Годурала, Тоба, Зуэйца, Псадгила, Пснехен, Карра, Гук, Псекалас, Шазылу, Истобобуя Конституция, Законкой, Псецхерала, Сашрыкнылу, Хаха, Паха, Дишина, Сагдо, Аррат, Арракой, Арпезачей, Айхабачей, Рыцаква, Истобоб, Сырат, Лалча, Ишакнаго, Ишина, Сагдо. Сежлори, Сепсад, Гилапснахент, Карраха, Куйтрей, Ахепшемры, а Конституция Чекгулачи, Хазарала и Шесахчо. Товарищ полковник, курсант Кедя военную присягу принял. Сепсад, Гилахчера, Сазахёв. Товарищ капитан, курсант Ардзума военную присягу принял. Поздравляю вас. Курсант Ломер. Мамы, папы, сестры и младшие братья пришли к курсантам в этот знаменательный день. Каждый стремился запечатлеть момент принятия присяги. Фото и видео, без сомнения, займет почетное место в семейном архиве. За 16 лет существования Сухумского общевойскового училища его выпускниками стали более 300 офицеров, которые сегодня продолжают службу в Министерстве обороны и других силовых ведомствах страны. Со словами напутствия к первокурсникам обратились подполковник Минобороны Тарел Липсая и начальник СВОКу капитан Алхас Жиба. Поздравляю вас с принятием военной присяги. Ура! 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 Хочу напомнить вам, что текст этой военной присяги написан кровью ваших старших, ваших отцов, матерей. И прошу на протяжении всей вашей службы не забывать о словах, о тексте этой военной присяги. Родители курсантов Утарадли Базурабардзинба и Руслан Воуба поздравили первокурсников с началом службы и пожелали удачи. От имени всех первокурсников курсант Вартагава обещал хорошо учиться, не подводить родителей и старших наставников. Затем в честь принятия присяги курсанты прошли по площади перед Министерством обороны торжественным маршем. После команды «Вольно» первокурсники попали в теплые объятия родных и близких. Матери и отцы с гордостью рассматривали форму сыновей, а сестры и тети фотографировались на память. Как вы смотрите на то, что ваш племянник выбрал именно военное поприще? Не знаю, он с детства хотел эту специальность, и он сильный. За это, наверное, хочет служить, наверное, родине. Его мечта сбылась. Куда хотел поступить, поступил. Дмитрий Дбар с детства мечтал поступить в военное училище, а примером для него стал дядя военный. Я в будущем себя вижу офицером Абхазской армии, защищать Конституцию и независимость Абхазии, за то, что погибли наши близкие, это продолжать, чтобы все было у нас хорошо, в Абхазии больше никогда не было войны, чтобы был мир. Именно это военное училище, мне рассказывали мои друзья, мне понравилось то, что тут учатся мои друзья, с этой целью пришел защитить свою родину. Я всегда хотел выбрать этот путь. Я думаю, что именно военнослужащий, это для меня, как сказать вам, это очень сильная, для меня сильная профессия именно стать военнослужащим. В день принятия присяги над первокурсниками светило яркое солнце, напоминавшее главную звезду на погонах. Наша съемочная группа желает каждому курсанту дослужиться до звания генерала. Амрамич, Алексей Бухава, Абхазское телевидение. На сегодня это все новости. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.